А вот почему вот в бурятском языке вот так? Да? Почему в бурятском языке все наоборот? Он сам бурят, да, и говорит, почему вот в бурятском языке все наоборот? Вот почему в бурятском языке не так, как в русском? Да? Я ему говорю, вот, у тебя сердце-то не открыто в бурятском языке, ты еще психологически не готов к нему, да? По идее, ты должен думать, почему в русском языке наоборот, по сравнению с бурятским, да? Да. А ты воспринимаешь с точки зрения русского языка, и тебе кажется, что бурятский, вот почему он такой другой. Вот это очень важно, да? Именно посмотреть, почувствовать бурятский язык, именно посмотреть на него своими глазами, да? Вообще глазами носителя бурятского языка почувствовать, да? Вот после того, как вы это почувствуете, будем говорить, откройте сердце своего бурятского языка, да? После этого все вот эти и послелоги, и там глаголы, и там окончания, все это очень легко пойдет. До тех пор, пока не будет открыт, у вас будет небольшое такое неприятие, будет небольшое такое отторжение, да? Вот почему вы не как в русском языке, да, у вас будет такое впечатление, да? Как только вы откроетесь, как только вы поймете, а почему это в бурятском языке должно быть как в русском? Нет, все языки, каждый язык это отражение мировоззрения народа, у бурятского народа мировоззрение, оно уникальное, да, свой взгляд на мир, да. После того, как мы это понимаем, да, открываем свое сердце бурятскому языку, да, все вот эти грамматические конструкции, они идут гораздо легче усваиваются. То есть вообще язык гораздо эффективнее осваивается на благоприятном психологическом фоне. Благоприятный психологический фон будет у вас только тогда, когда вы будете осваивать бурятский язык с удовольствием, понимая то, что это нужно, необходимо. В конце концов, это модно. Сейчас, я вас уверяю, это становится модно. Может быть, еще не стало так модно, как хотелось бы, да? Но пройдет 2-3 года, это станет действительно модно. И те, кто сегодня это поймет, будут в тренде, будут впереди, да? Через 2-3 года. Поэтому, ребята, пожалуйста, прислушайтесь. Изучайте. Да, изучайте с удовольствием. И вот что касается, опять же, психологического подхода, да, просто, ну, есть личный опыт, и пользуясь возможностью, я поделюсь, да. Очень важно, опять же, вот я говорю, да, что когда с произношением говоришь на родном языке, да, с акцентом, да, то когда кто-то поправляет или говорит, ну так, поправлять это нормально, когда кто-то так не совсем доброжелательно говорит, да. Раньше вообще говорили, чем так говорить, да, с таким акцентом, чем коверкать бурятский язык, да, ты лучше вообще не говори по-бурятски, да. Очень много к нам таких людей приходит, да, на курсы, которые говорят, мне там 20 лет назад сказали, все, у меня как блок стал, я не говорил вообще ни слова, не говорил или не говорил. Я почему не говорила, потому что пока больше женщин приходит, пока больше женщин приходит, у женщин интуиция больше развита, чем у мужчин, да. Хотя, конечно, мы бы хотели, чтобы больше парней, мужчин к этому привлекалось, да? В начале какого дела мужчина стоит, да, оно и имеет большие перспективы, да, для развития. Да? Поэтому парни, прислушайтесь, пожалуйста, да. Ну а если вернуться именно опять вот, к психологическому подходу, к произношению и так далее, для того, чтобы говорить по-бурятски, нужно говорить. Другого способа нет. Ни один носитель бурятского языка не осваивал его через грамматику. Все осваивали через практику. Слушали сначала, сначала слушали, потом говорили. Поэтому говорите, ни в коем случае не стесняйтесь акцента. Бывает такое, немножко у меня акцент. Акцент это естественное явление. Ни один человек не может заговорить на языке, на котором он не говорил с детства, да? Не может ни один человек сразу заговорить чисто. И вот мы даже когда с Сергеем начинали нашу деятельность, ведение нашего блога, да, мы специально запустили челлендж, да, не скажу, что он там прямо имел такой огромный масштаб, тем не менее он имел успех, да, мы специально запустили челлендж. Говорите о себе по-бурятски, не стесняясь своего произношения. Да? И многие присылали нам свои видео, да, и слышно все равно, что как бы человек говорит с акцентом, но это же какая победа над собой.